Так, они не поверят вам. Они скажут, это все не работает, это все чушь собачья, это все не будет так. Они так скажут. Даже они будут вас даже убедить, что ты, оказывается, ты что, дурак, что столько денег поплатил, тем более, 1,5 ты давал бы мне, я сам тебе научил бы. Тем более 10 000 долларов на годовое А обучение. если скажешь, что я уже записаться на годовой, тебе точно считаешь, что ты все так. Они так думают. Поверьте, пройдет года 2, эти люди за вами будут бегать, что дай долг. Вот пройдет года 1,5-2, они будут бегать. Я собрал всех родственников в 2001 или 2002 году, всем рассказал. Когда закончил разговор, видите, Восток такой, младшего никто не слышит. На каждое поколение, с поколения вы, поколение ваших отцов, поколение ваших дети, поколение. На моем поколении самые младшие, поэтому младшего никто не слышит. Когда закончил, мой брат мне сказал, эй, батюшка, здесь не Америка, здесь Таджикистан. Забудь про это все, это, наверное, через 50 лет, если будет такое. Здесь не работает такие вещи. То есть я понял, что у них среда другая, атмосфера, по ним других среда, понимаете? Среда формирует мышление. Я понял, что они меня никогда не поймут. Я потом по разрешению. Я не буду с вами. Я просто осознанно принял решение. Я никогда не буду свою будущее решить так. Я сказал, да, вы все мне родни, я не буду с вами. Я построю свою жизнь сам. И потом принял решение. Я лучше нахожу со всего мира тех ребят, похожих на себя, как я сам, и буду их учить. Уже 28 воспитал. Сначала хотели 100 человек учить, достаточно. Потом понял, что один к одному не выходит. Я думал, 100 человек обучают, достаточно больше не будет сразу время. Потом понял, нет, один к одному не выходит. 10% гарантированно выходит. Видите, 280, 28 долларов миллионера. 10% гарантированно выходит. Остальные, может быть, через 3-5 лет еще половина тянется. Время требуется. Также за 3-5 лет не 10%. Я это понял. За 3-5 лет можно любой 10% вывести. А что без них за 7 лет, 10 лет дойдет до миллионера? Я так понял. Поэтому я ставлю перед собой цель. 100 долларов миллионера вокруг себя воспитать вырастет. Когда 100 долларов миллионера вырастут, перед них будут мультимиллионерные сколько. Вы понимаете, это что? Это что за круг будет? Вы знаете, как выгодно вокруг иметь такого? Это шанс создал для себя и для своих учеников. Потому что моим ученикам очень тяжело иметь такой круг. Я сам же через это прошел. Это очень трудно иметь такой круг. Очень трудно. Потому что люди разные мышления, разные. А когда они одну школу закончили, и они все похожи, мысли и ценности похожи, вообще легко работать. И сами мои ученики со всего мира. Они живут в разных континентах. Это же очень выгодно. Вот представьте, наверное, через 5 лет или 10 лет. Сейчас в данный момент среди моих учеников сами впереди зарабатывают в год 32 миллиона долларов. Вот представьте, в год. Представьте, если через, например, 10 лет их будет 100 миллионеров. Кто-то из них будет зарабатывать в год 100 миллионов. Кто-то 2 миллиона, кто-то 3 миллиона. Да, миллиардный проект, вот как семечко решается. Так? Это миллиардный проект будет решаться как семечко. Ты по 2%, по 5% друг друга акции будут покупать. Любой проект реализует. Кто начал понимать? Я вас понимаю. Кто хорошо понимает? Это будущее. Вы понимаете, что мы строим? У вас великие будущее. Это будущее, вы понимаете? Это будущее принадлежит не тому, кто сам хорошо зарабатывает. Будущее принадлежит тому, кто вокруг него сильные люди. Кто вокруг вас будут сильные, богатые люди. Если вокруг вас будут окружать бедные, если вы среди всех родственников, вы сами богаты, поверьте, у вас нет будущего. Потому что все эти родственники проблемами придут только к вам. Они только придут к вам своими трудностями, своими проблемами. Они для вас еще слабее. Разве не так? Да. Сейчас какую позицию я принял? Каждый год одного своего родственника аккуратно среди них анализирую, кто понимает, аккуратно втаскиваю, аккуратно научу бизнес и даю ему 10-15% бизнеса управляешь. Сам вложу деньги и сам делаю. Потому что я не хочу, чтобы они остались бедными. Потому что это проблема. Чем им деньги отдать, я лучше им научу бизнес отдать. Да. Я смотрю, каждый из них что умеет делать, аккуратненько за шкуру возьму, несколько раз туда-сюда по всему по миру таскаю его, чтобы у него мышление менялось.
Потому что он, если эта среда остается, он ничем не научится. Он остается так. Среда, понимаете, среда. Среда формирует сознание человека, понимаете? Если вы долго находитесь, зайдете там в кафе, где все курят, выходите, от вас пахнет сигаретом. Знаете, если вы долго будете среди бедных людей, от вас пахнет бедностью. На ваше поведение, на ваши поступки, на ваши слова. Вы теряете уверенность. Вы теряете бдительность. Это так. Вы должны как минимум, если вам даже ничего не обучаю, вы должны быть хотя бы неделю среди моих групп учеников, чтобы хотя бы что-то заражать себя другими атмосферами. Если вы угол таскаете, черный станете. Если мука таскаете, белый станете. Если мед таскаете, липкий станет, рука. Так? Это такой народный мудрость, с кем сядешь, того наберешься, это не так просто. Это не так просто. Это очень важно осознать. Я знаю, такой среда в вашем окружении тяжело создать. Нету. Потому что таких людей, как вы, единицы, один оттуда, один из того района, один из того. Видите здесь, посмотрите, вы собраны из разных городов. Так? Вы собраны абсолютно из разных мест. Но в чем-то что-то вас объединяет. Интерес к знаниям, интерес к духовности, интерес того, что вы верите, что вы можете стать успешным. И вот что вас, понимаете, что вас объединяет. Именно это. Через 3, 5, 10 лет, поверьте, от 3 до 10 лет, иншаллах, с помощью Аллаха, по моей стратегии жизни я расписал, к 2030 год $100 миллионера вырастет. За 5 лет у меня 28 вырастет. Еще где-то 11 лет есть. Но теперь будет проще это делать. Потому что география стала большая. И технология стала, опыт у меня больше стал. И намного проще станет это все делать. Это же намного легче. Например, я сейчас намного проще легко делаю бизнес, чем 3 года, 5 лет назад. Потому что понимание другое, ресурсы другие и так далее. Поэтому вам надо это осознавать. Всегда посещайте вот этих кругах, побудьте в этих кругах. Знаете, это очень важную роль играет. Ваше подсознание именно так привлекает. И замечайте, что вот вы здесь сидите, никто не говорит о политике, никто не говорит, что сосед какой жена имеет, никто не говорит, что там у кого что творится. Все люди заняты своими идеями. Так? И у каждого есть чего-то, социальный опыт. Разговаривая с ним, что-то научишься. Замечайте? Правую руку поднимаем, повторим за мной. Вот. 3 вещи определяют твое будущее. 3 вещи определяют твое будущее. С кем ты? Кто твой наставник? Что ты читаешь? Что ты читаешь? С кем ты общаешься? С кем ты общаешься? Вот эти 3 вещи формируют твое будущее. И вы должны эти 3 вещи четко контролировать. Я повторяю. Ты должен это 3 вещи контролировать. На самотек бросать вообще нельзя. 3 вещи определяют твое будущее. Первый. Кто твой наставник? То есть, ты, у кого учишься, все равно похож на него станешь. Ты все равно на это, можно сказать, на это направление пойдешь. Что читаешь? Второе. Что ты читаешь? Кого ты читаешь? Если вы читаете Фантомас, если вы читаете там «Вор в законах», ну, вряд ли вы станете великим бизнесменом. Если вы читаете, ну так же, это невозможно. Ваша голова забита будет мыслями «Вор в законах». А третье? Третье, кто тебя окружает. Кто твои друзья? Вот это 3 вещи определяют, кем вы станете в будущем. И вы Кто твои друзья? должны эти 3 вещи постоянно контролировать. А теперь руку подними еще раз. Кого ты слушаешь? Кого ты... Готовы? Умные люди обсуждают события. Нет, обсуждают события. Мудрые люди обсуждают идеи и стратегии. Обсуждают идеи и стратегию. Глупые люди обсуждают людей. Глупые люди обсуждают людей. Послушайте внимательно. Это палка из 2 концов. Будешь обсуждать людей, станешь глупым человеком. Будешь обсуждать события, новостей и так далее.
Станешь умным человеком, ученым, чиновником и так далее. Ой, там Путин туда приехал, это туда уехал, в мире это творится и так далее. Будешь постоянно обсуждать стратегии, идеи, станешь очень мудрым, великим человеком станешь. Это палка с двух концов. Поехали пишем. Умные люди обсуждают что? Каждый день вот так. Вы сейчас начинаете только что ладно, только начинаете понимать. Можно? Я закончу. Второй группу. И так следующий. Про секс. Сегодня мы поставим медная команда. Слышишь? Именно про команду. Супер. Вы должны сидеть и внимательно инспектировать. Хорошо? Но вы должны много сначала